Однозначно завидует. Друзья мои, ну что я вам хочу сказать? Я сегодня настроен попеть песен своих, вот, и ответить на вопросы, если они у вас, конечно, будут. Вот, и честно сказать, не верится, что пролетело 25 лет все-таки с того года, как был первый концерт, произошел мой такой официальный более-менее, да, в городе Гомеле это был, кстати, сегодня из Гомеля друзья приехали, вот, Юра, здорово. Ты звонишь по телефону, говоришь, что очень рада, что растянутой разлуки непомерно длинный срок. Мне все кажется, сегодня небо рухнет звездопадом и возьмет наш город в руки жадный сладостный восток. Ты сидишь в тени напротив, обхватив руками плечи, близкий взгляд, полуулыбка, как мерцание янтаря. Удивительно, но время и чарует, и калечит. Мы оставим эту тему, звезды молча догорят. Удивительно, но пепел к нам сюда не долетает. Разве что осколок черный стукнет в спину иногда. И гадай, что это было, то ли просто расцветает, то ли камушек случайный, то ли действительно звезда. Мы идем под этим ливнем, снегопадом, листопадом, с Божьей искоркой в ладонях, спотыкаясь на стихах, и дыхание друг друга ощущаем где-то рядом, на каких-то параллельно расположенных веках или веках. Смутный выдох, вдох, о прошлом безразличие, упоение свободой и удобством кандалов. Избалованное солнце грянет всполохом синичьим в вечном крике вне пространства, вне акустики без слов, без боязни, что услышат, что поймут или поверят. Временной отрезок строчки под названием «Среда». Выдрав косяки с гвоздями, яростно срывая двери, мы оставим души настежь безоглядно навсегда. Ты звонишь по телефону, говоришь, что очень рада. Подглядывать немножко иногда буду я. Спасибо большое. Вечность и облоки. Так прагнет небо чистого душа, так хочется сирот былой самоты. Отшувший день знайстился весь перша, жаданне осолоды и пяшчоты. Отшувший день знайстился весь перша, жаданне осолоды и пяшчоты. Убачу знов для тихой решки за той обрычною твой облаков белые орешки спешаются на водопой, а полдень светлый и высокий, и у гэты момент на землі есть только вечность, и облаки,
что в небе синим поплыли. Внес только вечность и облаки, что в небе синим поплыли. Как хочется, как Тулум и Мітусня зникали, як зникає ночка уранні, как отчувание света и кохання перемагала усё вокол щодня, как отчувание света и кохання перемагала усё вокол щодня. Каб не было для горьких слез причин, для розпачных безжитостных навалов, как стомленное сердце отдавало, но высоким небом летом облачим, как стомленное сердце отдавало. Высоким небом летом облачил упавшу знов для тихой речки над задуменною вербой облаком белые овечки спешаются на водопой, а полдень светлый и высокий, и в этот момент на земле есть только вечность и облаки, что в небе синим поплыли. Есть только вечность и облаки, что в небе синим поплыли. Сегодня я буду петь вам свои песни, написанные в разные годы. И большинство этих песен написано в соавторстве с разными поэтами. У меня были соавторы, и эти песни написаны по стихам разных поэтов, которые я очень часто подредактировал для удобства, для того, чтобы они удобнее становились песнями. Вот. Однако сегодня я решил сделать нашу встречу иначе. Я не буду объявлять моих соавторов, вот, специально, чтобы вас заманить, в свой телеграм-канал. Вот. Значит, не так давно я создал телеграм-канал, и, конечно, я хочу, чтобы в нем появлялось больше народу, с которым мы могли бы там общаться, который бы мог узнавать там о моих грядущих выступлениях. Вот. Поэтому я вас всех приглашаю в телеграм-канал. Он называется «Концерты Привалова Минск плюс». Вот. А найти его очень просто. Надо набрать в поиске латинскими буквами «Привалов Минск». В одно слово «Привалов Минск». Набираете, попадаете в мой канал, вступаете в него. А я ровно через неделю обязуюсь опубликовать там полную программу сегодняшнего концерта. Со всеми соавторами, со всеми участниками произведений. Но некоторых соавторов и авторов произведений я сегодня буду называть. В первую очередь тех, кто присутствует сегодня в этом зале. Правда, вот я не вижу, я здесь должен был быть. Может быть, я давно мы не... Анатолий Зеков здесь, скажите? Есть? Анатолий Зеков? Нету. Не дошел. Ну, значит, ладно. Договорились? Да? Все запомнили? Я потом еще повторю несколько раз, чтобы вы запомнили хорошо.
Вот. Также есть дублирующий канал Viber, тоже, но в Viber очень трудно находиться. Потом мы договоримся, как там находиться в нем. Вот. Так что едем дальше. Я постараюсь. Мне очень хочется сегодня, не время концерты были. И я, когда составлял программу, ну так, я не сильно ее стремился там уже составлять. Ну так, набросал списочек. Но он растет и растет, и растет, и растет. И я посмотрел, такое количество хороших песен. Короче говоря, набралось на 2 программы легко, да, на 2 таких концерта, понимаете. Пришлось удалять, вырезать песни какие-то оттуда. И не хотелось, в общем. Поэтому я постараюсь меньше болтать, больше петь. Ну а вы, конечно, спрашиваете, если кому-то что-то интересно. Кстати, еще хотел вас спросить. А кто сегодня, есть такие, кто в первый раз вообще на моем выступлении и со мной вообще первый раз видится? Ну, да. Я не видел войны, не тушил зажигалок на крышах, и под посвисты пуль в поредевшем строю не шагал. Но как только порою военные песни я слышу, начинает казаться мне вдруг, что и я воевал. Это было со мною, пропавшие гарью траншеи, кровь на грязном снегу, на большом маскалате земли, и подбитые танки застряли со свернутой шеей, словно в снег этот заживо телом железным вросли. Нет электрогитар, светомузыки, пестрых сорочек, есть промерзший блиндаж и вдали затихающий бой, и слетая с пластинки шульженковский синий платочек позывными надежды кружится под старой иглой. Ах, военные песни, как души вы грели под ветром, как в атаку вы шли, строчки вытянув наперевес. В Бескозырске морской пел утесов о камне заветном, пел про темную ночь, нежно трогая струны Бернес. В час, когда за темнением спускаются шторы ночные, я иду по Москве, выверяя знакомый маршрут, и военные песни, суровые, как часовые, в плащ-палатке крылатой из тьмы мне навстречу встают. Я летел на их свет сквозь бургой заметенные годы, сквозь фронты неудач, под обстрелом усмешек кривых. И я знал, на военные песни не может быть моды, как не может быть моды, а память о днях фронтовых. И в часы неудач, и в минуты гнетущей печали я к ним сердцем, как раной к целебным ключам преподал. Мне военные песни второе рождение дали, чтоб в сегодняшнем дне я от имени их воевал. Не предскажешь свой жребий, что будет, то будет, но если я достигну чего-то на жизненном жестком пути, за моею спиною стояли военные песни, и поэтому ясно мне виделся путь впереди. За моею судьбою стояли военные песни, и поэтому ясно мне виделся путь впереди. Скажите, пожалуйста, нормально слышно там на галерке? Гитара не забивает голос? Слова все слышны? Хорошо, да? Это без микрофона? Конечно. Да, микрофона у нас сегодня нет. Это прекрасно.
Это от природы такое? Или это можно развить? Можно развить. Я в этом помещении этим как раз и занимаюсь. Попозже расскажу вам об этом. Хорошо. Программа сегодняшняя, если ее можно так назвать, импровизированная программа, построена, задумана, точнее, мной, как на волнах. Из огня до в полымя, как говорится. Да? То есть темы будут затронуты моими песнями совершенно разные. Да? От лирики, любви, быта до войны, там каких-то конфликтных ситуаций. И все это перемешано, вот так вот, прям перемешано, как в тесте. А также исторические баллады. И вот следующая песня называется «Мария Антуанетта». Ты приходишь полуодета в час свидания роковой. Ты Мария Антуанетта с гордо поднятой головой. На любовь не наложишь вето, хоть укройся за 100 морей. Ах, Мария Антуанетта, королева судьбы моей. Муж тюфяк, бесприбедник рохля, куль, держащийся на плаву. Сколько гордых фазанов сохло по воздушному божеству. Что случится, то нет секрета. Кровь, бесчестье, посот и власть. Ах, Мария Антуанетта, уберечь бы тебя, украсть. Боже праведный, неужели ей сродниться с такой бедой? В темной камере консьержери с головою почти седой и мясницкие рожи судей и ликующий пьяный сброд. Пусть людьми прекращают люди, когда вилы берет народ перед Молохом. Все едины, о пощаде пустые слова, и покатится с гильотины твоя гордая голова. Но пока не свершилось это, и ты спишь на моей груди, ах, Мария Антуанетта, светлый ангел, не уходи. Что империя, что корона перед вечным вином любви. Пусть помедлит ладья корона, подремли еще, поживи, но подброшена вверх монета, и орел распростер крыла. Ах, Мария Антуанетта, как планета для нас мала. Ты уходишь фантомом следа, я один остаюсь во мгле. Ах, Мария Антуанетта, как мне жить на пустой земле? На любовь не наложишь
хоть укройся за 100 морей. Ах, Мария Антуанетта, королева судьбы моей, ты приходишь полуодета в час свидания роковой. Ты, Мария Антуанетта, с гордо поднятой головой. Крымская песня. Белеющей кромкой родного понта курортный закрыв сезон, уходит за линию горизонта печальный мой гарнизон. Оставлены крепости, порты, склады, форпосты большой игры, десантная рота ночной прохлады ползает во все дворы. Десантная рота ночной прохлады ползает во все дворы. Молчи, все слова будут нынче лживы, нальем и поднимем тост за август, за то, что мы вместе живы под брызгами этих звезд. За то, что мы вместе живы под брызгами этих звезд. Да-да-да, 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 да-да-да. Кто завтра нам грешным залижет раны, кто будет так с нами щедр? Молчат кипарисы, молчат платаны, ветвями разводит кедр. И нам ли, неверным, искать спасенья в раю, застолбив места? И первая капля тоски осенней упала в ладонь листа. И первая капля тоски осенней упала в ладонь листа. Молчи, все слова будут нынче лживы, нальем и поднимем тост за август, за то, что мы вместе живы под брызгами этих звезд. За сонного под брызгами этих звезд. Забрали стальных изыск за то, как вручную сажали власты багряного солнца диск. За эту искристость, за это иго, за то, что есть ты и я, за неудержимость любого мига летучего бытия. Молчи. Белеющей кромкой родного понта курортный закрыв сезон уходит за линию горизонта печальный мой гарнизон. Оставлены крепости, порты, склады, форпосты большой игры. Десантная рота ночной прохлады ползает во все дворы. Десантная рота ночной прохлады ползает во все дворы. Молчи, все слова будут нынче лживы, нальем и поднимем тост за август, за то, что мы вместе живы под брызгами этих звезд. За август, за то, что мы вместе живы под брызгами этих звезд. Спасибо большое. Ну, так вот. Песня называется «Староверы». Верш написал знакомитый белорусский поэт Олесь Письменков, наш классик. Песня старинная такая. Кстати, вот предыдущая песня была крымская. С Крымом связано очень много. И у меня, ну, наверное, третья часть старых песен написаны все в Крыму. Под впечатлением видов, природы, там, моря и прочих моментов всяких. Вот.
синяя тони, снится озеро Блакит. На помосте тетка Броня кормит лебедя из руки. Да я еплыве старера, лебединая моя, тетка Броня староверов, староверку многим я. Тетка Броня староверов, староверку многим я. Старовер по людям веру, веру злость, шосовый гость, веру светлые намеры, у добро и пригожость. И тому, что мы по веры с теткой Броней свояки, зараз лебедь белый-белый до моей плыве руки. Зараз лебедь белый-белый до моей плыве руки. Одна из самых старинных песен, это начало 90-х, где-то студенческие времена. В ту пору таких песен было написано много, но выжило немного. Вот это одна из них. Называется «Мой Бог». Я сижу в темноте один, свет не хочется зажигать. Ты ушла, но прошу, приди, как сегодня, приди опять. Не успел насмотреться я на черты, что всего милей. Не успела душа моя нашептаться с душой твоей. Ты, мой добрый нежный Бог, как объятья сумел разжать. Я б, наверно, полжизни мог на коленях тебя держать. Я б, наверно, 2 жизни мог на коленях тебя держать. Слушать шепот и сердце стук, и касаться лицом волос, отвечая нежностью рук на застывший в глазах вопрос, ощущая твое тепло. И рукой по плечу скользя, будь со мною всему назло. Если можно, ну а нельзя, все равно я прошу, любя, не уйди с моего пути. Мне похожую на тебя на земле уже не найти. Мне похожую на тебя на земле уже не найти. Может, сон это, а в конце все растает, лишь только тронь, но горит на моем лице поцелуев твоих огонь. Появляешься как-то вдруг сразу, сердце стучит не в лад.
ты мне больше, чем просто друг, и дороже, чем просто клад. Вот ушла, но тепло в груди, кружат мысли, как во хмелю. Буду ждать, а ты приходи, я ведь очень тебя люблю. Буду ждать, а ты приходи, я ведь очень тебя люблю. Я ведь Песня называется «Посвящение 90-м», тем самым суровым. осыпаются одуванчики, и ответов нет на вопросы. На скамейке ухают мальчики, не убитые в 90-х. На скамейках ухают мальчики, не убитые в 90-х. Посидели, погнули пальчики, им казалось, все будет просто. Вот лежат на погостах мальчики, повзрослевшие в 90-х. Вот лежат на погостах мальчики, повзрослевшие в 90-х. Как всегда, равнодушно глядит луна, освещая те лавочки и кресты. Кто-то молча стоит у окна. Я или ты? Кто-то молча стоит у окна. Я или ты? Мини-юбки, заколки, стрелочки, вера в счастье в глазах раскосых. Как вы быстро старели, девочки, овдовевшие в 90-х. Детвора, как солнышко вешнее, нам их было растить непросто. Вот глядит глазами нездешними поколение 90-х. Вот глядит глазами нездешними поколение 90-х. И опять за окном весна, весна, струны памяти летит. Вы такими запомните нас просто так, без обид. Вы такими запомните нас просто так, без обид. Что мы сделали и не сделали, есть ответы, да нет вопросов. То ли черное, то ли белое, и до красного 90-е. И опять за окном весна, весна, струны памяти летит. Вы такими запомните нас просто так, без обид. Вы такими запомните нас просто так, без обид.
глядит луна, освещая все лавочки и кресты. Кто-то молча стоит у окна. Я или ты? Кто-то молча стоит у окна. Я или ты? Песня называется «Сон». Ну, половина из вас ее прекрасно знают, а половина вот знают. Приснился сон, с войны вернулся, загинувший под Прагой дед, сядет под небо Беларуси и ладить свой велосипед. Сядет под небо Беларуси и ладить свой велосипед. Мой добрый сон, мое імгнення, ти не ляти, як подокон. Готов просить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Готов просить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Не снился мне ни бой страшенный, ни бег солдат сквозь черный дым, ни вынос дыму на военным. Я упавший деда молодых, ни вынос дыму на военным. Я упавший деда молодых. Мой добрый сон, мое імгнення, ты не ляти, як подокон. Готов просить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Готов просить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Шкода, что сон такі короткі, конец ёсць пэўна усяму. Мы сёння з дзедам аднагодкі, мне жыць далей паклон яму. Мы сёння з дзедам одногодки, мне жить далей поклон яму. Мой добрый сон, мое імгнення, ты не ляти, як подокон. Готов просить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Готов молить я на коленях, каб не кончался гэты сон. Обычно на моих концертах всегда вдогонку к предыдущей песне идет и следующая песня. Они вдвоем живут, так, вместе. Это песня «Очисти». Написана совместно
с очень знаменитым человеком Александром Городницким. По его стихам. Вспомним, плакатные, скорбные были, небо в разрывах рябое Чехом, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые отбыли, как бы и мы поступили, возможно, если бы чехами были. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Горькой истории, грустные вехи, шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, брюки без выстрела брошен. Правы влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие Бошам. Но осознать, безусловно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Мы лишь одни простопили и дуры, Питер не выдали немцам, не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам, не оставляли позором наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства. Мертвые сраму не имут, и осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Проходите, тут места есть свободные. Давайте. Мне много чего есть вам еще и рассказать, и рекламы много всякой, поэтому надо уже начинать, а то потом не успею. Вот. Значит, первое, о чем хочется мне вам рассказать, это о том, что в следующий раз, после сегодняшней встречи, вероятно, еще у нас будут какие-то встречи там по ходу дела, да, и это все будет освещаться в телеграм-канале. Вы уже успели в него попасть, там не успели? Привалов, Минск. Но, значит, такое уже запланированное большое действие, которое, по идее, должно состояться, запланировано на вторую половину мая месяца. Я точно не помню дату, по-моему, 25 мая. Да? И это как раз-таки в этом зале филармонии, из которого нас сегодня турнули. Вот, в малом зале филармонии будет. Но это концерт, связанный, это посвященный теме Высоцкого. Там я должен исполнять песни Высоцкого. Поэтому вероятность большая, что он все-таки состоится, его не отменят, потому что прошлый концерт по Высоцкому был аншлаговый, как вы помните, кто был на нем, да? Вот. Так что, вот, это конец мая примерно будет. А в начале мая я тороплюсь вас пригласить и оповестить о том, что состоится в Минске концерт замечательного человека, автора песен, легендарного человека, да, автора баллад, сказов, Олега Таманова. Это человек света, который своим творчеством увеличивает количество света на планете Земля. Просто, да. Я сам всегда посещаю эти концерты и, конечно, всех своих зрителей и друзей я рекомендую посещать, тоже приходить на его концерты. Так что и сегодня после нашего концерта вы сможете приобрести билеты. Да, вот Галина здесь находится. Галя, встань, пожалуйста, покажите, чтобы все знали, к кому
Да? Вот, есть билеты, у него будет, можно приобрести будут билеты на его концерт сразу загодя уже. 4 мая, это будет воскресенье, Дворец ветеранов, 16:00. Концерт замечательного нашего земляка Олега Атаманова, известного на всей Руси матушке. Ну а эту песню уже сам Бог велел подпевать всем, так что на повторах. Есть на земле любовь. Так и называется вообще-то наш сегодняшний концерт. Я рисую на бумаге острова из слов, и по ним к тебе шагаю, словно Гулливер. Не причуда это вовсе и не ремесло, достучаться б до тебя мне, да закрыта дверь. Не причуда это вовсе и не ремесло, достучаться б до тебя мне, да закрыта дверь. Здесь, в дымке голубой, утром города прячутся в рассвет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Мальчиком смешным и глупым пред тобой стою, а вокруг толпа людская, жаль, не видно лиц. Ты не хочешь даже слышать музыку мою из ручьев в траве журчащих и поющих птиц. Ты не хочешь даже слышать музыку мою из ручьев в траве журчащих и поющих птиц. Здесь, в дымке голубой, утром города прячутся в рассвет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. 200 лет пройдет, быть может, и поймешь тогда, что на солнце не линяет поднебесье синь. Из реки течет, не вытекая, вся вода, и горчит чужой любовью на губах полынь. Из реки течет, не вытекая, вся вода, и горчит чужой любовью на губах полынь. Здесь, в дымке голубой, утром города прячутся в рассвет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Я рисую на бумаге острова из слов, и по ним к тебе шагаю, словно Гулливер. Не причуда это вовсе и не ремесло, достучаться до тебя мне, да закрыта дверь. Не причуда это вовсе и не ремесло, достучаться до тебя мне. Здесь, в дымке голубой, утром города прячутся в рассвет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Есть на земле любовь, только иногда кажется, что нет. Есть на земле любовь.
освещается. Кстати, да, есть на земле любовь, и вот там у нас есть в конце зала столик, да, это наш магазин. Мы стол сделали в магазин, и там лежат афиши, их всего плакаты сегодняшнего концерта. Их всего 8 штук с автографами. Видеодиски с 3 концертов. Первый концерт по Высоцкому, который был в Минске, сделан большой такой, да, с Иваном Способовым. Концерт классики и авторской песни в моем исполнении в концертном зале «Верхний город». Классный был концерт, аншлаговый, хороший такой, да, лет 10 уже назад, наверное, да. И концерт с юбилея Наума Гальперовича, белорусского поэта, белорусскомовного, где я исполнял много песен, написанных мною по его стихам. Кстати, опять же, в малом зале филармонии. Вот. Песня называется «Баллада о вечности». Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандури, с нехитрою песней своей. В напеве его и в песне, как солнечный луч, чисто звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму, черную чашу отравы преподнесли ему. Сказали они: будь проклят, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Поговорим о вечности с тобою. Конечно, я во многом виноват, но кто-то правил и моей судьбою. Я ощущал тот вездесущий взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя. Он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб вселенного настроя, железной волей управлял страной. Кем был мой тайный высший повелитель? Чего хотел он, управляя мной? Я словно раб
судья и исполнитель был всем над этой нищею страной. И было все тогда непостижимо, откуда брались силы, воля, власть. Моя душа, как колесо машины, переминала миллионов страсть. И лишь потом, весною в 45-м, он прошептал мне тихо на ушко: ты был моим послушником, солдатом, и твой покой уже недалеко. Кем был мой тайный высший повелитель, чего хотел он, управляя мной? Да словно раб, судья и исполнитель, стальною волей управлял страной. Ходил он от дома к дому, ходил он от дома к дому, ходил он от дома к дому. Для этого мне надо включить приборчик один. Есть? Значит, следующая песня не совсем обычная. Она написана на музыку гимна Советского Союза. И называется она «Гимн Руси». Этой темой Древней Руси я интересуюсь очень-очень давно, изучаю всевозможные материалы. Однако в данном случае гимн Руси написан непосредственно по книгам Вячеслава Куланова. Это человек, который раскрывает свою ветвь знаний по своему роду, передавшихся ему от его предков, да, о прежней былой истории наших земель. Вот. И автор гимна присутствует сегодня здесь. По счастливой случайности это мой хороший друг. Вот, Сергей Дмитрович, пожалуйста, вот там. Потом, если захотите, потом, если захотите, вы сможете его там захватить и задать ему нужные вопросы, которые захотите. Вот, значит, ну, что еще хотелось бы сказать перед исполнением? Ну, вероятнее всего возникнет, понятно почти все, возникнет буквально несколько вопросов у вас, наверное, но я не хочу заострять на них внимание, открывать их. Если они действительно вас взволнуют и заинтересуют, то вы найдете ответ в интернете. Это сейчас просто, потому как в бесплатном доступе на сайте academiachram.rus выложены и книги Вячеслава Куланова, да, и материалы. И в Ютубе, и в Рутубе аудиокнига выложена, его там, и много роликов, более сотни фильмов
по истории Руси, снятые им, документальных таких, да, выложен. То есть можно интересоваться, изучать, смотреть и раскрывать для себя эту тему. Вот. Но единственное, о чем я хотел бы сказать, это то, что в припев вынесена одна из основных идей, я считаю, такая весомая и главная вещь, да, там звучит слово реинкарнация. Вот. Все знают, что такое реинкарнация. Знакомы, да? Есть? Поднимите руки, кто не знаком с этим понятием. Уже времена настали такие, когда все знакомы, слава Богу, да? Так вот, смысл в том, что это практически один из краеугольных камней управления современным человечеством, да? То, что у него забрали знания о реинкарнации, о возможности воплощаться снова на эту землю, в новых телах, да, и не только на эту землю. Вот. И мы пытаемся вернуть эти знания. Эти знания вырваны из всех основных религий, выдраны просто с корнем, только буддизм сохраняет знания об этом, но буддизм это не религия, по большому счету, да, это немножко другое. А вот что касается основных религий, которые, скажем так, имеют отношение непосредственно к управлению, да, на планете Земля, то там это выдернуто знание с корнем. Мы хотим вернуть его всему человечеству. Итак, музыка Александрова, слова Дмитровича исполняет Алексей Неживец-Привалов. Союз добровольных народов свободных сплотила культурой великая Русь. Да здравствует созданный волей народной единый державный всемирный союз. Русь планетарная, нам Богом данная, через века красной нитью идет реинкарнация. Суть первозданная нас к торжеству новой жизни ведет. В сердцах мы храним нашу старую веру из образов кары наш иконостас. Андреев снегусь на ветру гордо веет, и путь озаряет сияющий спас. Русь планетарная, сияющий край.
Спасибо большое. Принимаются как бы пожелания, предложения. Гимн выложен в Ютубе, в Рутубе, в Дзене, в Яндексе, ВКонтакте. Значит, по поиску «Гимн Руси» вы можете находить и комментировать, да, еще раз прослушать, внимательно, вдумчиво прочесть текст, если есть желание, конечно. Вот. Слушай, вопрос один другой. Да. А не Русь, куда девать будем с планеты? Если планетарно. Я думаю, что Нерусь рано или поздно сама себя изничтожит просто, понимаете? Другого не надо. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. Я ночами могу не спать, год и два и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря шелестят, как листва у сада. Точно знаю, что все не зря, что тебе это вправду надо. Пусть листочки календаря шелестят, как листва у сада. Точно знаю, что все не зря, что тебе это надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где никто не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Точно знаю, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Точно знаю, что все не зря, знаю, что не предашь. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Точно знаю, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Точно знаю, что все не зря. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. Я ночами могу не спать год и два и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря шелестят, как листва у сада. Точно знаю, что все не зря, что тебе это вправду надо. Пусть листочки календаря шелестят, как листва у сада. Точно знаю, что все не зря, что тебе это надо. Кто знает, зима уже сдалась или еще нет?
Да, нет. Еще побольше. Давай. Еще нет? Но это не точно. Ну, это песня немножко про эти мотивы. И будет короток февраль, и будет век зимы недолог, и души отслуживших елок, оттаяв, вознесутся в рай, и души отслуживших елок, оттаяв, вознесутся в рай. И в город ледяных ветров, раскрывший снежные объятия, войдет весна в коротком платье и затеряется в метро. Войдет весна в коротком платье и затеряется в метро. И он войдет вот в эту дверь, любимый, близкий и желанный, и ты подумаешь, как странно, что плакать хочется теперь, и ты подумаешь, как странно, что плакать хочется теперь. Короток февраль, и будет век зимы недолог, и души отслуживших елок, оттаяв, вознесутся в рай, и души отслуживших елок, оттаяв, вознесутся в рай. Песня называется «Груган». Знов вечерней порой конь и рже под горой на таемный курган. Сел сивелый груган, век який кургану, кольки год гругану, много згадок живе. У яго голове. Почакай, не кружи, правду усю расскажи. Ведать хочется мне. Дремле кто у кургане,
Стану птах у отказ. Вось и увесь яго сказ. Спасибо большое. В этом зале я обитаю уже достаточно давно и провожу в нем занятия. Более 5 лет уже. Занятия по естественному движению и естественному звучанию. Что такое естественное движение? Это правильная физкультура. Современный способ реабилитационной гимнастики, который мог бы заменить физкультуру в жизни всего человечества. То есть физическая культура, которая не изнашивает человека, да, не приводит его к преждевременному старению, не за результатами, не ради результатов каких-то спортивных, да, а движение ради омоложения и оздоровления. Да? То есть примерно такого рода. Вот у меня здесь есть модель, лежит как раз на подоконнике. Это наш реквизит. Вот. Прямо здесь вот мы и занимаемся в этом зале. И здесь присутствуют люди, которые ходят ко мне заниматься сюда иногда. Вот смотрите, это гофра сантехнические. Все видели такую штуку? Да. Сантехническая гофра. Весь секрет в том, что, точнее, одна из основных причин многих заболеваний в том, что мы утрачиваем естественный природный рефлекс двигаться, данный человеку от природы. Это связано с тем, что мы передаем право инициативу движения внешним мышцам тела. И это происходит очень рано. Примерно к 5-6-летнему возрасту уже человек меняет эту систему. Еще молоденький совсем ребенок, да, он уже меняет ее, копируя со взрослых, копируя с его окружения. Смысл в том, что внешняя мускулатура тела человека, да, она, поперечно-полосатая мускулатура, она любит накапливать напряжение. А напряжение – это есть уменьшение, сжатие. Таким образом, если это четко осознать и понять, совершенно понятной становится пословица, да, или поговорка там, да, о том, что идешь по жизни и стаптываешься. Да, к старости люди стаптываются. Почему стаптываются? Да потому что накапливается напряжение. А напряжение сжимает, уменьшает нас. Постепенно оно нас уменьшает. И вот, смотрите, напряжение уменьшило вот эту гофру. Она стала, видите, какой скомканной, сжатой. Вот. Для того, чтобы вернуть себе естественное движение, надо убрать напряжение с тела максимально эффективным способом. Да? Этим способом мы как раз таки и владеем. Убрать напряжение с тела не позволяет баня полностью, не позволяет полностью массаж и многие другие манипуляции. Только частично могут, да, сделать какие-то моменты. Однако, если не делать это постоянно, напряжение вернется как привычка. Снова, да? Вот. Мануальная терапия, временный эффект только дает обычно. Вот в системе естественного движения присутствует отработанная методика, опробованная уже десятилетиями, как максимально эффективно избавляться от напряжения в теле и возвращать ему естественное движение, а значит способность к омоложению, к накапливанию энергии, к нормальной эффективной жизни в здоровом, не стареющем преждевременно теле. Вот. И примерно это можно продемонстрировать вот на этой гофре. Да? Для того, чтобы вернуть себе жизнь и чтобы кровь поступала ко всем частям нашего тела, что надо сделать? Вот это надо сделать. Смотрите. Видите? В 2 раза длиннее стал, в 2,5.
убрали напряжение, вывели его, и тело вернуло свой рост, те 7 стоптанных сантиметров, которые стоптались, и внутренние органы перестали давить друг на друга, и кровь стала поступать, и питательные вещества стали поступать во все суставы тела, да, и суставы стали восстанавливаться. Вот, и тело начинает звучать как музыкальный инструмент, прям гудеть, да. Вот, дорогие мои. Поэтому я приглашаю вас, кстати, в телеграм-канале, там, если вы отмотаете повыше, есть объявление по поводу наших занятий. Кого заинтересовало, приходите по расписанию. Понедельник, вторник, пятница. Утренние и вечерние группы у нас есть. Вот. А второе направление, которое мы здесь ведем, это естественное звучание. Знание, правдивое знание о голосе человека, как его развить, как с помощью голоса тоже оздоровиться, да, и как научиться звучать естественно, без напряжения, сколь угодно долго и всегда красиво. Вот. И этим может овладеть каждый человек, потому что естественный, природный, красивый голос от природы дан каждому. Только надо знать некоторые нюансы. Вот. Следующая песня написана по стихам Владимира Высоцкого. Это удивительно, насколько они сегодня звучат применимо к нашему времени, да, хотя изначально стихи написаны как обращение к немецкому солдату в годы Великой Отечественной войны. И, соответственно, растревожили в логове старое зло. Близоруко взглянуло оно на восток. Вот поднялся шатун и пошел тяжело. Как положено зверю свиреп и жесток. Так подняли вас в новый крестовый поход. И крестов намалевано вдоволь. Что вам надо в местах, где никто вас не ждет? Что ответите будущим вдовам? Вы ушли от семей, от друзей, от невест. Не за пищей птенцам желторотым. И не нужен железный оплавленный крест. Будет будущим вашим сиротам. Возвращайся назад, чей-то сын и отец. Убиенный солдат — это только мертвец. Если выживешь тысячам свежих могил, как потом объяснишь, для чего приходил? Так послушай, солдат, не ходи убивать. Будешь кровью богат, будешь локти кусать за развалины школ, за сиротский приют. Вот осиновый кол меж лопаток вобьют, и опять недобор будет в школьных стенах. Ты отсутствовал долго, прибавил смертей, и твоя молодая жена не рожает детей.
и раздвоенных жал. Все вранье, вы пришли без эмоций, гроб Господень не здесь, он лежит, где лежал, и креста на вас нет, крестоносцы. Зря колосья и травы вы топчете тут, скоро кто-то из вас станет чахлым кустом, ваши сбитые насмех кресты прорастут, и настанет покой только слишком потом. Но хотя миновало немало веков, видно, не убывало у вас дураков. Вас прогонят, пленят, ну а если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Так послушай, солдат, не ходи убивать, будешь кровью богат, будешь локти кусать за развалины школ, за сиротский приют, за осиновый кол, без лопаток вобьют, и опять недоход будет в школьных стенах. Ты отсутствовал долго, прибавил смертей, а твоя молодая жена не рожает детей. И еще одна песня по стихам Владимира Высоцкого, такой разный и для многих новый, колыбельная. У кого детки, у кого внуки, берите на вооружение, колыбельная Высоцкого по его стихам. За тобой еще нет пройденных дорог, трудных дел, долгих лет и больших тревог, и надежно заглушен ночью улиц гул. Пусть тебе приснится сон, будто ты уснул. Пусть тебе приснится сон, будто ты уснул. Мир внизу и над ним ты легко паришь, под тобою древний Рим и ночной Париж. Ты невидим невесом, голоса поют. Правда, это только сон, но во сне растут. Правда, это только сон, но во сне растут. Может быть, все может быть, много лет пройдет, сможешь ты повторить свой ночной полет, над домами полетишь, выше крыш и крон. А пока ты спи, малыш, и смотри свой сон. А пока ты спи, малыш, а пока ты спи,
спи, малыш, а пока ты спи, малыш, и смотри свой сон. Я устроился трудиться на завод по ремонту исцарапанных сердец. Не за деньги, не за сытный бутерброд, просто так меня воспитывал отец. Он мне с измальства втемяшивал в башку, что достоинства не были из-под копыт. Кем не стал бы я на жизненном веку, первым делом человеком нужно быть. Кем не стал бы я на жизненном веку, первым делом человеком нужно быть. Пролетело с той поры немало лет, пролетело с той поры немало лет. Да ё-моё, забыл. Ну, кто там напомнит? Только знаю я один ответ. Человеком в жизни нужно быть. Да, ладно. Я к этой песне зайду со второго дубля, ладно, потому что песня важная. У нас тут есть еще инструменты разные. Как вы там себя чувствуете? Подустали уже немножко, да? Пора. Хотите домой уже? Гусли артамоновские. А песня баллада называется «Наше сердце», световая баллада. Мое тело открыто, в нем сердце горит. Сколько душ этим сердцем согрето, только с чистой душой тишина говорит, и для чистой души нет секрета. Если с каждым, если тело открыто посланием извне, отфильтрует слова-паразиты и услышит ответ, что возможно во сне, посещаем мы дальние скиты. Наше сердце открыто ночной тишине. Наше сердце могучий вселенский локатор. Мы встречаем любовь
волне. Наше сердце всех чувств индикатор. Наша совесть не даст сердцу в храме уснуть. Нашим ангелам мы доверяем. Наше сердце гранит, если выберет путь. Лишь продав душу, сердце теряем. Если с каждым приходом храним свою честь, праотцов исполняя заветы, много братьев, сестер, наше братство не честь воплотиться, чтоб стать Божьим светом. Наше сердце открыто ночной тишине. Наше сердце могучий вселенский локатор. Мы встречаем любовь лишь на чистой волне. Наше сердце всех чувств индикатор. Мое тело открыто, в нем сердце горит. Сколько душ этим сердцем согрето. Обращение к друзьям. Вам нельзя потеряться в просторах инета, не запутаться в хитростях сотовых цифр. Где ты, друг мой, любимая девочка, где ты? Расстояние еще нет, прогресс — это миф. Там ничто не заменит костер под сосною. Самый первый наш сметный и спаянный круг. Там на бревнышке, помню, сидели со мною. Ты девчонка из детства и верный мой друг. Ты девчонка из детства и верный мой друг. А потом жизнь неслась по дорогам и странам. Разметала, как кегли в азартной игре. Я примчусь к вам, друзья, сквозь моря, океаны. Если нужен, в чем есть, появлюсь на дворе. И мы будем встречаться, пусть даже не часто. Вот наполненный светом сердец разговор. Не в сети, не на сайте, не в сотовой пасти, а у старой сосны, где горит наш костер. А у старой сосны, где горит наш костер. Мы по разные стороны света погоняем авто и пегасов лихих. Но порой в виртуальной сети интернета вдруг находим друзей незнакомых своих. Только этого мало, пространство иное. Важен пульс, важно сердце почувствовать стук. Можно друга так просто коснуться рукою и понять по пожатию руки,
И понять по пожатию руки — это друг. Но опять жизнь ведет по дорогам и странам. И маршруты на карте сплошные тире. Я примчусь к вам, друзья, сквозь моря, океаны, если нужен, в чем есть моя Русь на дворе. И мы будем встречаться, пусть даже не часто, под наполненный светом сердец разговор. Не в сети, не на сайте, не в сотовой пасти, а у старой сосны, где горит наш костер. А у старой сосны, где горит наш костер. А у старой сосны, где горит наш костер. Заготовлено? Нет, ну мы еще вместе не пели. Там, домой не отпущу, пока споем вместе. Это нужно быть. Ну что, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает песню «Дождик». Почти. Раз, два, три, четыре. Ну, вы даже 5. Ладно. Надо учить тогда. Давайте быстренько припев выучим. Быстренько, и все. И уже споем тогда вместе. Волшебная песня про дождик. Повторяйте за мной. Нам ли дождика не жалко? Нам дождика не жалко. Купим дождику пижамку. Купим дождику пижамку. И повесим за окошко. И повесим за окошко. Пусть согреется немножко. Пусть согреется немножко. Капли падали капелью, крыши плакали в апреле, капли прыгали на стекла, под дождем округа мокла. Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко. Дождь просился в гости просто, будто кто-то сыпал проса. Он стучался к нам в окошко, подоконник скреб, как кошка. Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко. Люди, говорю вам, бросьте, позовите дождик в гости, напоите дождик чаем. Он так весел и отчаян. Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко, пусть он спать ложится с нами и загадочными снами развлекает нас полночи. Мы ведь сказки любим очень. Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко. А теперь сами без меня, а? Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко. Ну еще раз, друзья, все вместе. Нам ли дождика не жалко, купим дождику пижамку и повесим за окошко. Пусть согреется немножко. Супер!
Я еду до хаты, я еду до хаты, я еду до хаты, а я видел в сне, где мама и тата, где мама и тата, где мама и тата шагают мяне, где мама и тата шагают мяне. Я еду до хаты, я еду до хаты, я еду до хаты, до родных дорог, где мама и тата, где мама и тата, где мама и тата люляют свой лёс, где мама и тата люляют свой лёс. Я еду до хаты, я еду до хаты, я еду до хаты с горкотой вины. Что мама и тата, что мама и тата, что мама и тата вякуют одни, что мама и тата вякуют одни. Каб маму и тату, каб маму и тату, каб маму и тату обнять мне поспеть. Я еду до хаты, я еду до хаты, я еду до хаты, а треба лететь. Я еду до хаты, а треба лететь. Спасибо вам большое, друзья. Очень классно, что мы собрались. Я очень рад, что удалось вот этот все-таки творческий юбилей в Минске сделать. Потому что где только они делают свои вот такие праздники, во всех уже городах, где только можно. Но в Минске не удавалось. И в 2020 году уже была намечена дата, 20-летие тогда было творческой деятельности. И, короче говоря, пандемия накрыла это все, не состоялось. Ну, сейчас им не удалось нам испортить праздник, короче. Вот. Так что я вас благодарю. Что я там еще не успел вам рассказать, такое важное. Про концерт Атаманова рассказал 4 мая. Значит, группа в Телеграм рассказал. Занятия, которые я провожу, рассказал. Это тоже в моем канале в Телеграме вы найдете информацию, там, как только в него войдете. Вот. В общем, там же можно в канале Telegram вести общение в комментариях к последнему какому-то публикации, которая там есть. И я попрошу вас, кто вас сегодня снимал, на телефоны, на камеры, вот, удачные какие-то съемки, фотографии, загрузите туда, поделитесь со всеми участниками группы, ну и со мной, конечно, тоже, потому что как я вас найду. А еще, если вдруг у кого-то по каким-то причинам не получается, там нету этого смартфона или нету телеграмма, вот там мешочками лежит лист бумаги. Оставьте свой номер телефона или e-mail хотя бы там, или что-то, что там у вас есть для связи, да, и я лично, конкретно я, никому не отдаю это все, секретаря нету пока что. Буду вам присылать информацию о будущих мероприятиях со мной, которые я провожу, или с моим участием. Песня называется «Самолетик». Для чего такое множество хранится и мелочей не весь зачем застрявших в памяти, как засохшие былинки меж страницами, и в картинку даже толком не составленный, так всплывает огонь
амфитеатр аудитории. Третья пара до конца еще полвечности и летает по безумной траектории. Самолетик из бумаги и беспечности и летает по безумной траектории. Самолетик из бумаги и беспечности. Самолетик лети, самолетик лети, самолетик лети, самолетик летим. Кто бы напомнил и о чем была та лекция, и какую мы прохлопали теорию. Мы теперь, как экспонаты из коллекции, приноровлены, прикормлены, пристроены. Нет, нисколько не ослабли узы прочные, с кем чудили и кому в жилетку каялись. Также ценятся беседы заполночные. Все в порядке, мы нисколько не состарились. Да, в порядке, только время бледной гущею загоняет нас в зеркальные проекции. Самолетик тот с галерки ловко пущенный, все летит и нам не смыться с этой лекции. Самолетик лети, самолетик лети, самолетик лети, самолетик летим. Нам не скрыться, не сбежать, не перепрятаться, не отпрыгнуть, и уже не удивительно, что отрезки от субботы и до пятницы с каждым годом все короче и стремительней. И привычно ощущать себя распятыми, распростертыми на собственных сомнениях, между прошлым и непрожитым, между датами, теми крайними рождения и безвременья. Ты хоть в номер набери, запомни пальцами, оказавшись ли в обойме, в переплете ли, или, может, плюнь на все, погнали зайцами. Без билета на бумажном самолетике. Слушай, плюнь на все, погнали зайцами. Без билета на бумажном самолетике. Самолетик лети, самолетик лети, самолетик лети, самолетик летим. Спасибо. Слушайте, я уже сейчас вас отпущу, но позвольте дубль второй сделать, хорошая песня. Я всегда ей заканчивал концерты. Сегодня не планировал ей заканчивать, но все-таки человеком нужно быть, это важная песня. Даст Бог, эта строчка всплывет сейчас в голове. Трудиться на завод по ремонту исцарапанных сердец. Не за деньги, не за сытный бутерброд, просто так меня воспитывал отец. Он мне с измальства втемяшивал в башку, что достоинство не пыль из-под копыт.
Кем не стал бы я на жизненном веку, первым делом человеком нужно быть. Кем не стал бы я на жизненном веку, первым делом человеком нужно быть. Пролетело с той поры немало лет, сколько шишек я успел себе набить. Жаль, отца на этом свете больше нет, но засело человеком нужно быть, первым делом человеком нужно быть. Так со временем я дал себе зарок и пошу теперь в 3 смены без обид. На заводе нас немного, я и Бог, но работа по ремонту не стоит. Приносите свое сердце, свой кристалл, отшлифую, сверху песнею пройдусь. Человеком, может, я еще не стал, но наставник обещал, что научусь. Человеком, может, я еще не стал, но наставник обещал, что научусь. Я стараюсь потускневшие сердца дочищаю, чтобы было чем любить. И горит на небе заповедь Отца: первым делом человеком нужно быть. И горит на небе заповедь Отца: первым делом человеком нужно быть. Еще раз огромное вам спасибо. И, я приглашаю вас на все следующие мероприятия, которые будут. Приходите, приглашайте друзей. Вот, и я вас уже отпускаю прямо вот этой песней. После этой песни уже можете сразу Знаете уходить. что? Я вот рвусь прямо в этот самый. Я Алешу знаю вот с таких лет. И потом так случилось в нашей жизни, вот Верочка, его мама, мы очень сильно с ней дружили. Вы знаете, этот Алеша, он такой был очень безумно трудолюбивый, я его ботаником называла. Он такой маленький, но он такой был, эти очечки у него было ужасно плохое зрение. Верочка очень переживала. Я говорю: Вера, не переживай, говорю, он у тебя очень много чего достигнет. Потом немножко наши пути разошлись, и я у Веры спрашиваю: ну как, говорю, он уже у тебя программист, говорю, он же у тебя айтишник. Она говорит: да нет, Аллочка, он у меня артистом стал. Как? Твой Алеша стал артистом? Она говорит: ты не представляешь, он увлекся бардовской песней. Он эти копейки зарабатывает, он вообще почти ничего. Но он, говорит, настолько увлекся. Боже мой, я когда пришла на концерт его на тракторный завод, вы знаете, вот я вся в эмоциях, я сама очень творческая личность, и я от сегодняшнего концерта столько удовольствия, но мне только так обидно, вот прямо обидно, у меня слезы идут, что мы на таком концерте, где живой голос, где душа, где сердце, и мы вот сидим в этом маленьком зале, а хочется, чтобы этот зал был как у этих, которые поют под фанеру, эти Лепсы, эти Киркоровы, все они надоели, на них не хочется ни смотреть, ни слушать, а вот на такого мальчика хочется, знаете, хочется ему целовать, хочется ему миллионов просто, и вот такой вот ему, и вот моей подружке Верочке, которая воспитала такого прекрасного сына. Спасибо большое.
Мой Минск, мой город, мой герой. И потом можно по Минску. По Минску, по домам. Да? Минский фокстрот. Мой Минск, мой город, мой герой, тону в тебе непринужденно, порой беспечно отчужденно, и так волнующе порой, твои блуждания переулка, истории странных закоулков, на неожиданных прогулках, любуюсь времени игрой, и в ритме цокота и смеха звучит еще живое эхо толпы безудержной потеха, нежданный выстрел боевой. Мой Минск, мой город, мой герой, твои сыны равняют строй, чтоб след великого народа родил священный образ твой, чтоб след великого народа родил священный образ твой. Дыму прошедшего пожара и в так крутящегося шара идет уже почти что пара по деревянной мостовой, а рядом в парке на скамейке под тени раскидистой аллейки щебечут дружные семейки. Я им киваю головой, на луне треснувшей брусчатки стирает время отпечатки, как кукурузные початки в полях растаются с травой. Мой Минск, мой город, мой герой, твои сыны равняют строй, чтоб след великого народа родил священный образ твой, чтоб след великого народа родил священный образ твой. Я бреду дышать не смея, пока по воле Прометея горит огонь и землю грея. Домой ведет меня домой, порхает птиц веселых стая, звонку трамвая подпевая и крошки хлебные сметая проворной маленькой метлой. Садится солнце в час заката, гоня огни машин куда-то, и в книге жизни эта дата бежит написанной строкой. Мой Минск, мой город, мой герой, твои сыны равняют строй, чтоб свет великого народа родил священный образ твой, чтоб след великого народа родил священный образ твой. Спасибо, чтоб след великого народа родил священный образ твой.
Мешочек.